Потребность в законах, отвечающих реалиям сегодняшнего дня и регулирующих разные сферы жизни, в Абхазии высока. Много и часто говорят о том, что достаточно большое количество законов у нас устарело. Многие требуют изменений и внесений поправок, а некоторые законы достаточно долго остаются на стадии проектов. В конце 2019 года в Народное собрание Абхазии поступил законопроект, предусматривающий наказание за причастность к созданию преступного сообщества. Законопроект также регламентирует условия привлечения к ответственности участников этого сообщества. Документ официально называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия». Какова процедура принятия и рассмотрения законопроектов? Как скоро, согласно регламенту, представители законодательной власти должны приступить к работе над проектом? И насколько этот законопроект актуален для республики? Ответы на эти вопросы мы узнаем у депутата Народного собрания Ильи Гуния. В первую очередь хотелось бы просто узнать саму процедуру принятия законопроектов. То есть, что говорит об этом регламент, в какие сроки должен уложиться парламент, прежде чем этот закон увидит свет? Но если говорить о регламенте, если закон разрабатывается в стенах парламента, то регламент говорит о том, что его принимают, там подготовленный законопроект принимается в первом чтении, чтобы взять всему парламенту в работу. И дальше уже в течение последующих 2 месяцев надо вносить изменения. Это для второго чтения. Также есть 2 месяца для последующего 3-го чтения. То есть это дается время для того, чтобы расширенно иметь возможность всем депутатам рассмотреть, принять правильное решение и создать законопроект, который будет отвечать реалиям и нужным. То есть между чтениями это 2 месяца. Ну, часто бывает так, что если законопроект по своему объему не очень большой, да, не объемный, скажем так, то тогда, естественно, это соответствует тому, что в течение 2 месяцев как это обсуждается и вносятся поправки. Но если закон объемный и серьезный закон, то, естественно, 2 месяцев не хватает. Объясню почему. Потому что, ну, прежде всего, для любого законопроекта нужно не только там знание юридическое, но и надо понимать, о чем вообще сам проект. И имеет каждый проект свою специфику. Понимая из этой специфики, приходится привлекать специалистов, обсуждать. То есть иногда это выходит за рамки более чем 2 месяца. Да, такие законопроекты есть, но это законопроекты серьезные, это не просто там изменения в существующие, а это новые законопроекты, требуют очень серьезного подхода, и зачастую 2 месяца не хватает. Этот проект регулирует и отношения привлечения к ответственности членов преступных группировок. Как вы расцениваете необходимость вообще принятия такого закона, такого документа? Ну, вы знаете, законопроект об изменении в некоторые законодательные акты лежит, ну, пришел в парламент, скажем так, уже довольно долгое время назад. Дело в том, что он не был взят, не был рассмотрен даже в первом чтении, то есть он не дошел еще до первого чтения, потому что возникли вопросы у депутатов. Эти вопросы остались до сегодняшнего дня. Законопроект находится в комитете, профильном комитете. И, естественно, когда профильный комитет посчитает нужным рассмотреть, вынести его на всеобщее обозрение, да, тогда, наверное, парламент его и рассмотрит. Считаете ли вы, что этот закон важен? Я могу сказать, какие у меня возникли вопросы при ознакомлении с законопроектом, на которые, ну, пока мне не ответили. Возможно, я прав, а возможно, и не прав. Да, такое, к сожалению, бывает. Поэтому и существуют дискуссии, обсуждения законопроектов, чтобы убедить в правильности принятого там в производство законопроекта. Но прежде всего, я, например, не понимаю, что у нас в УК до сегодняшнего дня нет статей, которые осуждают организованную преступность, или нет статей, по которым можно осудить людей, которые там в сговоре, группой лиц совершили то или иное деяние. Скорее всего, есть. Но закон называется здесь о некоторых там, о внесении изменений, возможно, их надо дополнить. Я тоже с этим соглашусь. Я внимательно не изучал этот закон, скажу почему, потому что это, ну, не в моем комитете находится, и как бы
не профильный комитет, скажу честно. Но меня насторожило другое. В законопроекте написано там такие понятия, как воровское сообщество, такие понятия, как смотрящий, закон, тогда давайте назовем закон о ворах в законе. Закон должен быть всеобъемлющим. Разве мы не знаем, что организованная преступность может существовать, скажем, в стенах власти? Нет, конечно. Конечно, может существовать. Конечно, может быть по сговору делаться, я не знаю, многие дела, там, неправомерные или правомерные, да, но тем не менее, они что, не попадают под этот закон? Я думаю, должны попадать точно так же. Вообще считаю, что вина любого преступника не имеет значения, какие регалии он носит, да, она должна быть доказана. А независимо от того, что он имеет там генеральский чин, значит ему можно. Да? Если ты называешься вор в законе, то тебе нельзя. Да? Деяние одно и то же. Я думаю, деяние, совершенное этими людьми, должно быть расцениваться одинаково. Только такой подход у закона может быть. Ну, мне так кажется. Там есть немало строк, которые касаются транснациональной преступности. То есть, когда преступление совершается в одном месте или организуется в одном месте, совершается в другом, или наоборот. То есть, вот эти моменты, насколько они прописаны в нынешнем законодательстве, и может ли вот этот законопроект восполнить пробелы в этом отношении? Я не могу сейчас точно ответить, но на эти вещи у нас был создан ИКЦ, если вы помните, именно по этим видам преступления. Да? Поэтому мы как государство сотрудничаем с Российской Федерацией, мы возвращаем сюда преступников, своих преступников, которые попали там в Российскую Федерацию. Такую же возможность имеют преступники, совершившие на территории Абхазии преступления, да, если они имеют российское подданство, скажем так, да, то они также могут быть возвращены в Россию. То есть у нас работает соглашение по этому поводу. И законодательство наших стран, и России, и Абхазии в преступлении, они практически одинаковые. Мы же прекрасно понимаем, что у нас синхронизированные статьи существуют на сегодняшний день. Если сказать узкоспециализацию взять, да, если чего-то не хватает в существующее законодательство, то да, возможно, надо прописать. Возможно. Но для этого надо рассмотреть, для этого юристы должны представить этот законопроект вообще-то в парламент, и мы должны его обсудить и объяснить, почему эти формулировки сегодня такие. Вот, кстати, о том, что должны рассмотреть, должны обсудить и прочее. Да? Что вы думаете о том, что некоторые законопроекты все-таки, в частности этот, возможно, залеживаются в парламенте и к ним долго не приступают? Вы знаете, я бы, зачастую говорят, что вот там, как Бермудский треугольник, в парламент попал документ, и он здесь исчез. Да? Документы в парламенте не исчезают, даже если они залеживаются, то рано или поздно к ним возвращаются. Да? На самом-то деле время диктует принятие того или иного закона. Я не думаю, что он там залежался, я думаю, что надо его рассмотреть. Возможно, я не могу сказать причину, почему именно он так долго здесь находится. Я называю причину, по которой, ознакомившись с этим документом, по вопросам, которые возникли у меня как у депутата, в какое примет решение парламент, рассмотрев его, какая будет дальше с ним работа. Сказать сложно, это вот есть комитет, который должен обсудить и вынести там какое-то решение, прийти к чему-то, и мы все должны сказать, что этот документ не соответствует реалиям, он не нужен, или должны сказать, что да, нужен, надо принять. Мы обычно, когда проводим комитетские, зовем и профильные организации, да, это прокуратура, это судебная власть, это, я не знаю, это милиция, МВД имеется в виду.
И с ними тоже советуемся. Говорим, вам действительно нет статьи, по которой вы можете осудить вот это деяние. Да? Если они говорят, у нас есть такая статья, тогда в чем вопрос, почему тогда? Ну, это же рабочий процесс. Так все-таки, что вы думаете, нужно писать этот закон, нужно его дорабатывать или все-таки... Ну, по мне, конечно, его нужно дорабатывать. По мне, я же говорю, у меня есть к нему вопросы. Вот если мы вместо воров в законе напишем понятие, скажем, министр, там, или еще чего-то, у нас что-то изменится вот здесь, как вы думаете? Ну, такое же наказание будет, правильно же? А тогда зачем мы пишем, что вор, а не пишем министр, да? Это должно быть одинаково для них. Точно так же. Любое деяние надо будет доказывать в суде. Спасибо, я вас поняла. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Итак, только что мы закончили разговор с депутатом парламента Ильей Гуния, и сейчас эту же тему мы продолжим с другими собеседниками. Здравствуйте, спасибо, что согласились поговорить, обсудить этот актуальный, как считают многие, законопроект. Вот, кстати, об актуальности хотелось бы узнать ваше мнение. Я была бы еще признательна вам за дискуссию небольшую между различными сторонами, да, между адвокатурой и генпрокуратурой, потому что эта дискуссия обычно возникает. Я думаю, что этот документ необходим. В любом случае, любой закон, который направлен на устранение правонарушения, тем более организованной преступности и правонарушений, такие законы в обществе необходимы. Я думаю, что, мое мнение, я этот законопроект не видел. К нам этот законопроект не поступал. К сожалению, если бы вот эти лица, которые составляют вот эти законопроекты до направления законопроекта в парламент для принятия и обсуждения, направляли бы специалистов и в Палату адвокатов, в Генеральную прокуратуру, МВД, Службу безопасности. Вот они бы больше дали бы возможности по-другому составлять эти проекты, по-другому толковать некоторые статьи, потому что не всегда все статьи, вот даже в этом законе, я потом скажу, не все, что сделано в качестве толкования, я считаю, это у нас невыполнимы, неисполнимы. Он нужен, конечно, вот оно нужно, такое толкование, но оно по-другому должно быть. Вот транснациональное преступление нас признала только из бывших республик Советского Союза только Россия. Вот здесь вопрос очень много. Даур скажет сейчас свое мнение, потом я еще добавлю. Даур Федорович, может быть, вы поделились бы своим мнением о том, насколько этот документ принесет пользу, скажем, в практической работе вам, и есть ли вообще замечания к этому законопроекту? Ну, что касается внесения изменений в Уголовный кодекс в части организованной преступности, в этой части действительно Уголовный кодекс имел пробелы по сравнению с уголовными кодексами союзных республик, на которые вот мы сравниваем и опираемся. Действительно, этот законопроект позволит устранить пробелы в этой части, и таким образом, если у нас возникнет та или иная ситуация, этот кодекс позволит нам применять его в этой части. Вот то, что говорится о транснациональных преступлениях, действительно сегодня необходимо, перед тем, как принять этот закон, необходимо наладить с нашим стратегическим партнером России полнейшее взаимодействие, потому что здесь в данном законе говорится о том, что преступление может быть начато в Абхазии, окончено в России, начато в России, закончено в Абхазии. Это вот одно из таких видов преступления, это ввоз наркотических средств, когда наркотики приобретаются на территории Российской Федерации, а ввозятся уже на территорию Республики Абхазия. Это один из видов вот, транснационального преступления. И, к сожалению, мы в рамках нашего кодекса сможем работать только по оконченному преступлению, именно совершенное наше преступление. Мы не имеем возможности найти источник организатора этого преступления, который зачастую находится за пределами Республики Абхазия, организовывает работу, поставляет курьеров. Эту работу мы не можем наладить, и, к сожалению, мы ловим лишь курьеров.
а лица, которых меняют буквально за несколько минут после того, как их ловят. А сейчас нет у нас вот такого межведомственного сотрудничества с российскими органами? Есть такое взаимодействие в части передачи уже осужденных лиц и обмен информацией правовой помощи. Но вот чтобы мы могли поручить кому-то, все это сложное происходит, потому что мы направляем непосредственно, если вот в Рязани совершено преступление, мы не можем напрямую в Рязань обратиться. Мы должны обратиться в Генеральную прокуратуру, та обращается к Генеральному прокурору, и это то же самое, экспертизы у нас так проводятся, и значительно затягивается процедура. Если бы у нас были бы вот прямые отношения как двух партнеров, чтобы мы могли обратиться за правовой помощью и получить информацию, или передать информацию. Вот сегодня мы поймали человека, он называет нам лиц. Чтобы передать эту информацию российской стороне для проверки, это занимает буквально несколько месяцев. Вот этот закон, если он будет подкреплен подзаконными актами, договорами с организациями правоохранительных органов, МВД, ФСБ, прокуратуры, он принесет пользу. Вот, к сожалению, вот в нынешнем в его воплощении очень сложно говорить о том, насколько он пользу принесет. Но это пробел в законодательстве, его необходимо устранять. Мы говорим, да, сегодня можно говорить, что у нас нету таких организованных банд, которые совершают каждый день разбои, убийства, но это никто ничего не говорит о том, что их не будет. Поэтому, как и в сфере компьютерной информации, необходимо дополнять кодекс, когда новые какие-то веяния появляются, новые оружия появляются, биологическое, химическое. Всегда нужно, этот кодекс, он не идеальный, его нужно всегда дополнять. И в этой части этот закон позволит дополнить части транснациональных преступлений. Сам законопроект, он подразделен на несколько групп. Здесь говорится о внесении изменений уже в действующие статьи. И появляется ряд новых статей, которых у нас не было, ввиду того, что вот это мы... Как раз об этом я и хотела спросить. С вашего позволения я поговорю с Константином Лаврентьевичем. Что вы думаете о формулировках закона, насколько они уместны в законопроектах и насколько они вообще выполнимы? Что вы думаете, насколько защищены права личности, если можно просто за причастие к какой-то организованной группировке, которая еще ничем, можно так сказать, преступным не выделилась, наказывать его участника? Я так думаю. У нас действующий уголовный кодекс предусматривает наказание за совершение различных преступлений, в том числе организованной преступности тоже. Есть у нас кодекс норм закона, который говорит, если он организовал преступную группировку, он подлежит уголовной ответственности. Но то, что здесь говорится, сегодня, исходя из нашей ментальности и то, что мы имеем возможности исполнять, какова у нас возможность исполнения законов, я думаю, это сегодня этот закон для этого не годится. Но можно будет защищать человека эффективно? Я считаю, нет. Я скажу почему. Вот говорится о том, что, вот смотрите, как сказано, лицо, совершившее преступление на территории Республики Абхазия и вне пределов Республики Абхазия, транснациональное преступление, подлежит уголовной ответственности по настоящему кодексу. А потом говорится, какое лицо признается совершившим транснациональное преступление. Преступление совершено на территории Республики Абхазии и по меньшей мере еще и в одном государстве, а может быть 2, 3, 4 государствах. Вот как сказал Даур, да, перед этим, у нас нет возможности, у наших правоохранительных органов, следственных органов, уголовного розыска, прокуратуры не имеют такой возможности направлять человека или там нанимать, скажем, в уголовном розыске, чтобы они проверили. Вот здесь получили мы информацию, человек дал, вот он завез наркотики, но это организовал там человек. Мы не можем никак проверить. У меня было в практике, когда человек, совершивший преступление на территории Российской Федерации, я фамилию не называю, здесь попался, то есть здесь тоже совершил одно преступление, и он уже гражданин Республики Абхазия. Я запросил, направьте этот материал сюда. 2 года прошло, до сих пор и направили. К сожалению, я считаю, ведь одно дело совершение преступления, другое дело, когда человека обвиняют в совершении данного преступления, там нужно доказательство вины этого человека в совершении этого преступления. А вот сможет ли наши следственные органы, наша правоохранительная система, вот совершил человек
Казахстане преступление. Мы данные получили здесь, оттуда человек сюда попался, здесь тоже. Там считается, он совершивший преступление, оконченное преступление было здесь. Кто-то сможет выехать в Казахстан? Проверить это? Конечно, нет. Что вы думаете об этом? Ну, что касается защиты, она обеспечена на всех этапах. Защита представляется стороной адвокатурой. То есть с момента фактического привлечения к уголовной ответственности либо задержания представляется защита. То есть в данном случае защита обеспечена, здесь никто не говорит о каком-то беспределе. Что касается того, что насколько можно посадить невиновного человека, в данном случае этот законопроект говорит о полном признании этого лица, это человека, которого задержали, он должен сознаться, ну, в части вот новых статей, он должен признаться в участии вот в этом членстве, преступном членстве, и, соответственно, на основании его признания будут собираться материалы. Но если... В какой ситуации это может быть? Это может быть в результатах оперативно-розыскной деятельности. То есть, когда сотрудниками правоохранительных органов задерживается лицо, согласно пояснительной записке к этому закону, он должен на видеозапись признаться о своем участии либо о своем статусе в этом преступном сообществе. И это может служить поводом для обвинения? Это может быть служить поводом для длительного срока, до 15 лет лишения свободы, согласно данному законопроекту. Но честно говоря, боюсь представить, как это будет выполняться в реальной жизни, потому что человек может признаться на камеру, а в суде отказаться. И здесь в пояснительной записке даже говорится при отказе от своих слов, то, соответственно, только у нас будет признание. А в уголовном праве, в уголовном процессе существует такое понятие, как совокупность доказательств. Нам крайне сложно судить человека даже при наличии экспертизы, предположим, отпечатка пальцев на орудии преступления или на похищенном. Одного отпечатка пальца зачастую бывает недостаточно. Нужна совокупность других доказательств, свидетельских показаний, других экспертиз, признания этого лица. То есть на основании вот этих всех доказательств мы можем говорить и предъявить обвинение. А здесь у нас будет даже не следственное мероприятие, а оперативное мероприятие. Но вы понимаете, что отсутствие такого закона даже развязывает руки членам этого сообщества. Сегодня на территории России и других сопредельных государств есть такие законы, и они работают. И эти лица находятся в розыске, они скрываются. И принятие такого закона и в Абхазии позволит нам, сотрудникам правоохранительных органов, задерживать этих лиц для выдачи. Сегодня, если мы задержим лицо, которое находится в розыске, предположим, за членство преступной организации, у нас такой ответственности нету. И, соответственно, это лицо будет чувствовать себя вольготно. А вы понимаете, что данная криминальная субкультура, она становится, к сожалению, модной. Если вы посмотрите социальные ролики, где есть какие-то определенные лозунги, которые поддерживают, к сожалению, несовершеннолетние дети, их смотрят несовершеннолетние дети, и у них какая-то появляется романтика, им это интересно, они это поддерживают сначала как шутка, потом это все в семье происходит, в друзьях, в коллективе, в школе. И, к сожалению, человек становится негативно относится к правоохранительным органам, пропадает доверие, люди перестают сообщать о очевидных преступлениях, о кражах, пытаются самостоятельно через членов своих знакомых, членов этого сообщества добиться некой справедливости, чтобы им вернули принадлежащее им имущество. И, к сожалению, и даже в нашем обществе модно, что лицо является членом какой-то криминальной субкультуры, и это лицо популярно. Принятие такого закона, и если это будет проходиться в школах, это будет проходиться в университетах, и люди поймут, что за это есть уголовная ответственность. Проект сырой, естественно, его надо будет дорабатывать, он будет проходить, наверное, в парламенте несколько чтений, адвокатура даст свое заключение, мы его не получали, законопроект был направлен перед выборами, и, к сожалению, мы его получили только совершенно недавно, и мы даже не знаем, на какой стадии законопроект. Мы, естественно, внесем свои замечания. Проект будет принят, не принят, не знаю, но он нужен обществу для того, чтобы минимизировать криминальную субкультуру, сделать ее не модной, не популярной и позволить правоохранительным органам, сотрудникам МВД работать с этими лицами на законных основаниях. Сегодня мы задерживаем, получаем статус
смотрящий, там, вор в законе и тому подобное, а суды это игнорируют, потому что у нас нету такого ответственности за это. Вот, кстати, я хотела спросить об этих формулировках. Вон вор в законе, смотрящий, там, общак, и какие-то вот слова из другой системы, скажем так, да, насколько они имеют право находиться в законопроекте вообще? Я хочу сказать одно. Пока перейдем до того, какой вопрос вы задали, я хочу сказать. Вот человек совершил преступление на территории, гражданин Республики Абхазия совершает преступление на территории другого государства. Они говорят, вот он совершил преступление, выдайте нам. Здесь в законе сказано, он совершил в 2 или 3 государствах, это транснациональное преступление. А у нас действует закон. Гражданин Республики Абхазии, Конституция требует, ни в коем случае не может быть выдан другому государству, какое бы преступление он не совершил. Он должен быть здесь осужден. Как ликвидировать вот это, то, что пробел в законе? Вот они просто составители этого закона, видимо, сами не понимают, о чем они пишут. А как выдать? Как изменить нам норму Конституции, чтобы наш гражданин мог быть выдан за пределы Республики Абхазия для привлечения к уголовной ответственности? Ну, это законопроект, он, видимо, будет еще дорабатываться. Будет дорабатываться. Да. Так, я думаю, что депутаты парламента, они очень умные люди, так они не примут этот законопроект. За законом его не сделают. И понимаете, в чем дело? Здесь идет понятие вор в законе. Это народное понятие вор в законе. Государственное понятие, он преступник. Другого нет. Если он совершил это преступление. Это надо доказывать. Там будет защита, там будет прокурор, там судья в конечном итоге. Но это не так легко. А здесь они ничуть ли узаконили этого вора в законе. А что такое руководитель преступной группировки, который держит на руках их казну? Вот здесь прямо это сказано. Я считаю, этого нельзя допускать. Это внутренне, это работа правоохранительной системы должна быть. Но не должно это отражаться здесь. Он казну держит. Это мое мнение. Вот выйдет законопроект. Мы понимаем, что адвокатура и генпрокуратура всегда противоборствуют, так и должно быть в правовом государстве. Да? И в этой связи хотела бы спросить, чью работу он облегчает больше или усложняет больше? Адвокатура? Делает ли противоречия острее? Адвокатура и прокуратура выполняют каждый свою работу. У нас есть закон об адвокатуре, который регламентирует нашу работу. У прокуратуры есть закон о прокуратуре, который регламентирует это. Прокуратура поддерживает обвинение и законность. Не только обвинение, но и законность. Если незаконное обвинение предъявлено, прокуратура отказывается от обвинения. Адвокатура, иной раз мы в основном поддерживаем обвиняемого, защищаем его законные права, не какие-либо, да, законные права, чтобы они не были нарушены, насколько доказана та или иная виновность, или тот или иной человек совершил это преступление или не совершил, как это доказано, имело ли место при исследовании доказательств, при расследовании дела нарушения процессуальных норм или не имело нарушения. Но бывает, когда адвокатура поддерживает сторону обвинения тоже. Там обвиняемого тоже надо защищать. Обвиняемого, говорю, потерпевшего тоже надо защищать. Вот Даур не даст обмануть. Сколько лет я работаю, никогда у нас конфликтной ситуации не было. Потому что мы не приходим на личности, а говорим, это нарушение норм закона, которое должно быть устранено. Если там не устраняется, есть разные инстанции судебные, куда обращаемся. Или они обращаются. Даур Федорович, не было конфликтных ситуаций? С Лаврентьевичем не было. Со мной нет. Этот закон я бы назвал страховкой на будущее. В нынешней ситуации я бы не сказал, что на территории Абхазии действуют транснациональные группировки, либо какие-то крупные преступные сообщества, которые совершают регулярно. А здесь говорится, это общество, эта группировка должна быть создана и носить цель регулярно совершать какие-то преступления в целях обогащения. Вот связать ряд нескольких громких преступлений в одно, что это руководило одно и то же лицо, на сегодняшний день у нас таких возможностей нет. Но это в будущем позволит нам подойти к этим лицам
уже вы понимаете, что принятие этого закона, оно только с момента принятия и совершения преступления после принятия можно говорить о том, что это лицо подпадет под ответственность. Мы не можем принять этот закон и начать искать людей с 93-го года, 95-го. С момента принятия закона тогда и начинает он действовать. Мы лучше примем его сейчас, чтобы в будущем себя обезопасить. Завтра у нас появится какая-то группировка, и приняв закон уже после ее создания, нам будет сложно эту группировку пресечь, остановить. Там, предположим, группировка будет скрываться от России, приедет сюда и в нашем прекрасном раю будет совершать ряд преступлений. Более того, этот закон позволит, как я уже говорил выше, позволит правоохранительной системе МВД работать более эффективно с этими людьми. И конечная цель, надеюсь, это снижение популярности вот этой субкультуры на территории Республики Абхазия. Мы все-таки правовое государство, строим закон, имеем свою конституцию и будем надеяться, что он принесет большую пользу. Благодарю вас за интервью. Спасибо вам. Я напомню, что моими собеседниками были председатель палаты адвокатов Абхазии Константин Чагава и начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Федорович Амичба. Всего доброго. Резюмируя все сказанное нашими собеседниками, можно сделать выводы о том, что законопроект, регулирующий данную сферу, необходим уже давно, что он актуален и поможет работать правоохранительным органам. Остается открытым только вопрос о том, как скоро законодатели приступят к его рассмотрению и какие именно правки посчитают нужным ввести.